Это актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 7 декабря в Государственном академическом русском театре имени Пушкина подвели итоги года педагога и наставника. О том, как прошел год, какие достижения есть в год педагога и наставника, нам расскажет гостья в студии Нургуна Соколова, министр образования и науки Республики Саха-Якутия. Нургуна Афанасьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как в целом прошел год педагога и наставника? Год педагога и наставников был объявлен в Российской Федерации президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. И в рамках проведения мероприятий этого года у нас в республике был организован организационный комитет под председателем, заместителя председателя правительства Сергея Васильевича Мясникова. Ну и был принят большой план мероприятий. В торжественной обстановке был открыт год педагога и наставника, где чествовали мы нашего народного учителя Российской Федерации Виктора Филипповича Потапова. Далее были проведены, конечно же, запланированные в рамках данного плана мероприятий все мероприятия. Наверное, достижением этого года можно считать участие наших учителей, наставников в федеральных конкурсах профессионального мастерства. У нас есть в этом году значительные результаты. В число 15 финалистов Всероссийского конкурса «Учитель года» впервые за многие годы был представлен наш педагог. Это Иван Дьяконов, учитель физики Улусной гимназии Горного района. В число 6 победителей, призеров, финалистов вошла учительница якутского языка и литературы Кискеляна Лукина. Она тоже представляет Горный Улус, Бердикостляскую среднюю общеобразовательную школу. А также в число финалистов директор года 2023 вошла директор Нижнебестяцкой средней общеобразовательной школы номер 2 Мегино-Кангаласского Улуса Ольга Калмакова. Тем самым, да, мы констатируем, что у нас большие достижения. Мы год действительно торжественной обстановки завершили, отметили лучших наших учителей, педагогов, наставников. И тем самым мы вступаем в новый этап развития педагогической общественности. Что можете сказать, да, о социальной поддержке педагогов и наставников у нас в республике? Конечно, социальная составляющая наших педагогов и наставников это немаловажное значение имеет. Да? У нас есть ряд мер, которые действуют уже на протяжении нескольких лет в поддержку наших учителей. Но этот год отличился тем, что, наверное, на 3 пунктах остановлюсь. Да? Это премия главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева 36 лучшим наставникам 36 улусов. Они получили в этом году, в День учителя, премии в размере 100 тысяч рублей каждый. И признание их лидерских способностей, их наставничества подтверждалось на открытом голосовании в улусах. То есть кандидаты выдвигались, и в голосовании были признаны лучшие из лучших. Второе мероприятие – это поддержка наших социальных партнеров, в частности, компании РНГ и Целевого фонда будущих поколений, где 100 лучшим педагогам, учителям, воспитателям были учреждены премии также в размере 100 тысяч рублей. В торжественной обстановке мы их вручили. Отличие этого года то, что это не только учителя общеобразовательных организаций, но и воспитатели детских садов, это педагоги колледжей и техникумов, это учителя дополнительного образования. Тем самым мы расширили меры поддержки наших педагогов, да, и распространили на все уровни образования. Районы, как участвовали в мероприятии Года педагога и наставника, вы уже отметили, да, что у нас есть хорошие учителя, лучшие учителя, наверное, в России, да, в Горном районе, лучший директор в Мегино-Кангаласском. Вообще, как у нас районы проявили себя в этом году? Несомненно, тут в первую очередь вовлеченность муниципальных
муниципальных образований, потому что мы все знаем, что школы и детские сады доп. Образования – это полномочия муниципалитета. Тем самым все главы районов и наследов были вовлечены в этот процесс. Непосредственно все мероприятия в массе были проведены на базе детских садов и школ. Тем самым мы констатируем, что в первую очередь здесь муниципалитет был активно вовлечен. Также в год педагога и наставника улусы внедряли свои меры поддержки для учителей. Так, допустим, в Анабарском районе педагогу, который отработал 3 года, вручается 1 миллион рублей. Да, в Алданском районе это поддержка педагогов в части возмещения затрат на аренду либо предоставления жилья. И таких примеров у нас в каждом районе много. Ну, наверное, я в прямом эфире здесь не все перечислю. Даже. Ну, вот мы знаем, да, что работают районные программы, да, как раз-таки для учителей, которые приезжают работать в район. Вообще, как у нас обстоят дела с укомплектованностью, да, школ, детских садов, педагогами, учителями? Хватает ли специалистов у нас сейчас в республике? В этом плане, да, есть проблемные моменты. Не все школы укомплектованы полностью, да, есть нехватка. Но, конечно же, федеральные государственные образовательные стандарты мы должны обеспечивать в полном объеме. Тем самым руководители учреждений принимают решения по привлечению на короткий период, либо это совмещение ставок и так далее. Да. Здесь второй год министерство проводит свою целенаправленную работу по поддержке и развитию, значит, укомплектованности наших школ. Да? Тем самым мы создали в 32 районах 72 педагогических класса. Это будущие учителя, которые закончат школу, получат педагогическое образование и вернутся в наши школы. Это целевая подготовка педагогическая наших будущих учителей, которые через 3 года, через 5 лет вернутся в наши школы и будут лучшими учителями на таком же примере, который у них опытные учителя дают. А вот в системе среднего профобразования, да, какое событие можете отметить или, может быть, череду событий? В плане мероприятий года, конечно же, среднее профобразование не стояло в стороне во всех мероприятиях, и конкурсы профмастерства, и какие-то конференции, семинары были проведены. Но стоит, наверное, значимым событием отметить это учреждение главой гранта главы Республики Саха-Якутия лучшим колледжем. Общая суммарная, значит, это составляет 40 миллионов рублей. Конкурс был проведен в этом году, и лучшие были определены, и на торжественном закрытии они получили свои награды. Да? Значит, в чем смысл этого гранта? Да? Наши педагоги, наши учреждения, да, работают непосредственно со студентами, но студенты вносят свой вклад, значит, в популяризацию отдельных направлений. Они занимаются и спортом, они поют, танцуют, они участвуют в конкурсах профессионального мастерства и завоевывают свои награды, занимаются научной исследовательской деятельностью. И по всем этим направлениям были определены лучшие в своем направлении. Получают они по 5 миллионов рублей. А лучшим колледжем, который показал по всем этим 6 направлениям хорошие результаты, у нас выявлен Якутский медицинский колледж, да, и получил премию в 10 миллионов рублей. И самое главное, да, это заслуги наших студентов и педагогов, да, ну и расходование этих средств вот уже в предстоящем 2024 году должно быть в непосредственном участии тех же самых студентов. Да, поэтому здесь инициативное, так скажем, бюджетирование и реализация проектов, опять же, в руках самих студентов. Ну вот какие, да, может, ключевые мероприятия года педагога и наставника прошли? Какие вы бы отметили, которые, можно сказать, стали основой этого года? Это декада педагогов, да, которая была приурочена к Дню учителя. Были проведены массу мероприятий в эту декаду, в том числе финальные этапы конкурса профессионального мастерства. Учитель года 2023 года, который в 2024 году будет представлять нашу республику. Да? Директор года, мастер производственного обучения. Ну и много таких направлений. Было много. Да? Также, наверное, отмечу, это конкурсы среди студентов и школьников.
да, немаловажное значение, потому что наших обучающихся готовят наши педагоги и наставники. Ну вот для учащихся и студентов, да, вот в целом, да, что у нас проводится, какие мероприятия, может быть, дан старт какой-то дальнейшей работе, да, на будущее, так сказать, именно в год педагога и наставника. Ну да, есть традиционные мероприятия, которые проводятся ежегодно. Вот сейчас, например, идет муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Да, благодаря отбору значит, самых талантливых одаренных у нас будет проведен и региональный этап. Далее, значит, лучшие представители будут представлять нашу республику и на всероссийском этапе. Да. Это и сейчас прошедший съезд для наших обучающихся по родным языкам, да, это и, значит, шаг в будущую профессию. Таких мероприятий у нас много. Ну, календарный год еще не закончился, да, какое-то событие, может быть, у нас ожидается в конце года, что бы вы хотели отметить? В конце года сейчас вот самое ближайшее это 13-14 декабря, когда будет проведен завершающее такое массовое мероприятие. Это съезд учителей родных языков коренных малочисленных народов Севера. Мы ожидаем порядка 390 участников, делегатов. Это и учителя коренных малочисленных языков, да, это и директор, методисты, ну и представители сообщества, да, которые в рамках конференции, съезда будут принимать участие в секционных мероприятиях, в пленарном заседании и будут выдвинуты резолюции для развития, дальнейшего развития изучения родных языков и литературы. Ну и если говорить о будущем, да, как говорится, завершение нашего разговора, вот такой год педагога и наставника, да, вот что он вообще в целом дает образование, да, системе образования, да, как он скажется, в принципе, на будущем образовании в нашей республике, что бы вы отметили здесь? Несомненно, то, что значит, этот год был годом педагога и наставника, это признание заслуги учителя. Да? У нас торжественное мероприятие прошло под лозунгом «Весь мир творит учитель». Да? Соответственно, в этом плане это поднятие престижа профессии учителя, это признание статуса учителя, ну и благодарность нашим учителям, которые воспитали нас, которые обучили нас, дали путевку в жизнь. И я думаю, что на этом все мероприятия, да, будут выполнены, но это будет также и стартом к Новому году, когда мы уже с новыми силами, с новыми наработками уже будем развивать нашу систему образования. Ну, действительно, не прекращаем, как говорится, говорить нашим учителям и педагогам спасибо, что нас воспитали, научили многому. Да. Нурган Афанасьевна, большое спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейшей успешной работы на благо республики. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.